Вы смотрите «Запрещенный Кавказ». Сегодня мы начинаем цикл передач с участием председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Мы объявляли о возможности задать вопросы Закаеву, членам правительства Чеченской Республики Ичкерия, представителям общественных организаций. За короткое время наша редакция получила очень много вопросов, отзывов и комментариев. Спасибо за ваше внимание. Мы работаем со всеми вопросами, с добрыми, импонирующими нам, резкими, неприятными. Ввиду их многочисленности мы обобщаем ваши вопросы по темам. В нашем разговоре два главных участника – Ахмед Закаев и каждый из вас. Запрещенный Кавказ, то есть мы, являемся этаким мостом между сторонами этого диалога. Ахмед Закаев с нами на связи через скайп из Лондона. Ахмед, ассалам алейкум. Валикум ассалам. Спасибо, что нашел время для ответа на вопросы зрителей, слушателей, читателей. Хочу сразу сказать, что сделанный тобой анализ предвыборной ситуации в России вызвал большой резонанс в социальных сетях. Наши зрители интересуются твоим мнением и в отношении многих других вопросов. Но начнем с тех, которые касаются предвыборной, околовыборной ситуации в России. Ты сказал, что Путин, скорее всего, не пойдет на выборы, что это жесткое условие Запада его окружению. Можно ожидать преемника, но система останется. Для российского народа в принципе ничего не изменится, кроме фамилии нового президента. Выходит, Запад решает свои проблемы, и свергнуть систему Запад нам не поможет? Знаете, я думаю, что и российским гражданам, и вообще всем нам, и тем, кто проживает на Северном Кавказе, нам пора уже забыть или хотя бы не надеяться на то, что кто-то за нас решит нашу проблему. Запад никому не поможет. Запад живет своим миром. И, естественно, у этого Запада, пресловутого, есть свои жизненно важные интересы, которые он отстаивает при любом случае. И, конечно, то, что сегодня происходит в России под руководством Путина и его окружения, я вам скажу, во многом все это устраивает Запад, потому что Запад не заинтересован в сильном государстве, в сильном конкуренте. Просто для подтверждения приведу пример. Еще с 2000 года, 1999 год, когда началась Вторая Чеченская война, в принципе, эта война была санкционирована Западом, так же, как и первая. Вы помните первую войну, когда Ельцин начинал и обсуждал вопрос с Клинтоном, Клинтон произнес свою вот эту очень известную фразу: «Пожалуйста, наведите порядок малой кровью». Толкнули Россию на войну. И вторая война уже, когда начиналась, тоже, безусловно, кто такой был Путин? Но Путин был в первую очередь принят западным миром. Они все знали, что он сотрудник КГБ, знали его подноготную, весь его бэкграунд. Однако это им не помешало принять его в западном мире вот с той жесточайшей политикой или войной, которую он вел в Чечне, на Северном Кавказе. Это уже после этого и Сирия, и другие горячие точки появились. Тогда была только Чечня. Внимание всего мира было сосредоточено именно на том, что там происходит. И журналистики, и правозащитные организации, они это давали объективную информацию, несмотря на то, как Россия пытается скрыть свои преступления, но все равно на начальном этапе эта информация выходила. И благодаря, в первую очередь, и российским журналистам, которые еще тогда не были настолько приручены путинским режимом. Это Анна Политковская и ряд других журналистов, которые доносили правду до всего мира. То есть я к чему это говорю? Эта война устраивала Запад, потому что на самом деле это ни для кого не секрет, уже давно, уже лет последние 20 идет передел мира. И в той ситуации, когда Россия занята в Чечне, с чеченской проблемой, она устраивала Запад. И то, что там
Путин пытается сейчас, или они пытаются насаждать для России идею, что, или мысли, что Запад спровоцировал ситуацию в Чечне. Нет. Запад никогда не поддерживал идеи независимости чеченского государства. Запад устраивал Чечня именно в противостоянии с Россией, так как Россия была занята именно Чечней. И в последующем уже, когда Россия освободилась от Чечни, благодаря во многом и тому, что делал Запад, для того, чтобы Путин очень удачно завершил этап подавления чеченского сопротивления, конечно, лет 20 противостоять ядерной державе во 100 крат сильнее во всех отношениях. И, конечно, чеченское сопротивление, оно было обречено на то, чтобы прекратиться, хотя бы вот в таком военном противостоянии. И оно прекратилось. И после этого уже Путин начал заниматься другими вопросами. То есть теперь уже, возвращаясь к вашему вопросу, я знаю, что я отвлекся от основной вашей темы, я хочу сказать то, что на самом деле то, что сегодня делает Путин, устраивает Запад. И то, что его окружение делает, и то, что режим делает, и все, что делает Путин, это направлено на то, чтобы ослабить Россию. Дело в том, что все те тактические победы, которые есть у Путина и у путинского режима, это усмирение Чечни, это аннексия территории Грузии, Украины, присоединение Крыма к России. Все эти такие тактические победы Путина и путинского окружения, на самом деле они являются стратегическими поражениями России и российского государства. Именно эти проблемы будут являться основной причиной разрушения или развала сегодняшней России. И, конечно, вот все это устраивает Запад. И поэтому сегодня, почему вопрос стоит конкретно Путин? Потому что это уже вопрос принципа. Это принципиальный вопрос. Просто Путин взял на себя больше, чем на это рассчитывали западные лидеры. То есть Путин просто начал хамить и хамить всему западному миру. Здесь с первые годы на его хамство смотрели с недоумением, потом с настороженностью. И в третьем этапе, когда уже Меркель окончательно вынесла приговор Путину, заявив о том, что он существует в каком-то другом измерении, да, вот это и была подведена точка. Сам принцип того, как этот режим ведет к разрушению российского государства, это в целом устраивает Запад. В ответ на твою гипотезу о преемнике тоже много размышлений. Называются Медведев, Шойгу, Володин. Но многие наши зрители при этом считают, что за такой короткий срок никакого преемника раскрутить не удастся. Но дело в том, что в последние годы то, что происходит в России, это все алогично. Оно противоречит любой логике. И поэтому нельзя исключать, что и сегодня они будут действовать именно так же, как они действовали до сих пор. Поэтому даже не важно на самом деле, как будет называться его преемник. Да? Шойгу или Володин, хотя ни Медведев, ни Шойгу, ни Володин, как преемников, я их исключаю. А кто появится, это вопрос ближайшего будущего. Я думаю, что нам недолго придется. Мы должны рассматривать вопрос как принцип. Пойдет Путин сам на эти так называемые выборы 2018 или объявит преемника, суть от этого не изменится. Высказывание о том, что времени мало для того, чтобы раскрутить преемника, я хочу привести, просто напомнить вам период, когда был объявлен преемником Путин. Тоже, казалось бы, времени вообще нет, и это невозможно. Но, как видите, это оказалось возможным. Почему? Потому что в России не было выборов. Просто был объявлен преемник, и этот преемник был принят тогдашним российским обществом и политическими движениями и партиями в самой России. Даже сегодняшние демократические партии или демократы, тогда они все в принципе поддержали Путина и узаконили его назначение через так называемые выборы. То же самое произойдет и сейчас, потому что мы говорим, суть вопроса, будут ли выборы или не будут. На мой взгляд, пока выборов в России не будет. И смена режима в России произойдет не через выборы, а через бунт. И независимо пойдет Путин, объявит преемника, исход один. В России должен произойти бунт, потому что вот этот режим и Путин, в принципе, ситуацию привели к этому.
вопрос еще, почему не будет выборов? Если бы Путин был бы уверен в том, что его рейтинг, который 84 или 86%, если бы он хоть чуточку верил бы в это, они бы пошли бы на выборы. Они это не верят, и они знают, что это не так. Потому что у Путина нет такой поддержки. И это о чем говорит? Это говорит о том, что все-таки уже в российском обществе назревает бунт. Любое заявление, любая политическая акция подпадает под репрессивную машину, которую выстроил Путин. И у людей остается один только вариант. Это вариант смятения этого режима через бунт. Другого Путин не оставил. И я вижу только вопрос в этом, когда это произойдет. Если это будет преемник, это может немного растянуть этот процесс. Если же Путин сам пойдет, это немного ускорит этот процесс. И я вас уверяю, на Западе, кстати, возвращаясь к первому вопросу, это понимают. От того, что Путин объявит преемником своим кого-то преемника, да, что ситуация не изменится, пока не будет смены системы и режима. Если честно, на политической арене России альтернативы Путину по большому счету нет. Я имею в виду отдельную личность. Но видишь ли ты хотя бы силу или силы, которые могут противостоять Путину? Есть ли в России действительная оппозиция? На мой взгляд, на сегодняшний день такой оппозиции нет. К большому сожалению. Такого оппозиционного движения в России нет. Оппозиционеры существующему режиму, это значит, они имеют альтернативную программу реформирования или государственного строительства, взаимоотношений в международных делах, внутренней политики. Вот по всем вопросам у них есть альтернативная программа тому, что идет сегодня, делает Путин и его окружение. Если речь идет только о власти, о том, чтобы прийти к власти и при этом скорректировав что-то, продолжать ту же политику, я думаю, что это не оппозиция, это борьба за власть. Нет ответов на главные вопросы. Вот я, как представитель Северного Кавказа или как председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия, естественно, я на все эти процессы смотрю сквозь призму Чечни, да, или российско-чеченской проблемы. Вот какая из этих политических партий, движений или людей, личностей готовы разрешить российско-чеченский конфликт? С некоторыми мне удалось встретиться, и я им задал напрямую вопрос. Например, Володе Карамурзе, младшему, который представляет Ходорковского, кстати, который способствовал становлению Путина. Потому что первая российско-чеченская война, когда начиналась, как раз-таки Ходорковский руководил банком Минотеп, и он делал заявление о том, чтобы ему дали возможность восстановить республику. То есть это его позиция была изначально по отношению к чеченской проблеме. Я задал вопрос, вот вы завтра приходите к власти, нет Путина, вы приходите к власти. Что с Чечней? На чем мы строим наши отношения? Мы возвращаемся к базовой договоренности от 1997 года, 12 мая, договору о мире, или же вы начинаете третью войну? И Карамурза мне не ответил. Потом у меня была встреча с Касьяном. Это премьер-министр Путина в 2000-е годы, когда, в принципе, при Касьянове и происходило становление Путина, сегодняшнего Путина. Он выступал в Henry Jackson Society, здесь такая организация, которая проводит встречи с интересными людьми. В палате общин в британском парламенте проводила встреча. И во время этой встречи я задал Касьянову вопрос, когда он начал рассказывать о Путине, говорить о том, что он делает, и какой он диктатор, и какие преступления он совершил на территории России и Украине и в Грузии, я ему задал вопрос, не чувствует свою ответственность за того Путина, с которым сегодня мир имеет дело. Он мне на этот вопрос ответил, да, мы тогда были заняты экономическими реформами, а в это время стирали с лица земли города и населенные пункты Чечни, и это делал тот президент, которому он служил тогда. И, конечно, на этот вопрос, я думаю, ни он и ни другие не ответят, потому что признать свою причастность к этому, это значит признать себя соучастником преступления. И, конечно, никто из них сегодня не готов это делать. Но это не снимает с них ответственность. И
Они считают, это было оправданным, необходимым действием России, или они признают, что это был геноцид, и в Чечне были совершены военные преступления, за которые нужно и необходимо привлечь к ответственности тех, кто в этом был виновен. И в принципе это не только вопрос чеченцев и чеченского народа, потому что в результате или в процессе вот этой страшной войны, которую Путин затеял, инициировал, затеял и ведет по сегодняшний день, не меньше русских пострадало. Это все взрывы домов, Волгодонск, Буйнакск, Москва. Все это было связано с этой войной. Норд-Ост, Беслан, все эти чудовищные теракты, они были связаны с событиями в Чечне. И, конечно, за все эти преступления кто-то должен нести ответственность. И вот насколько сегодняшние оппозиционеры дистанцируются от этих преступлений, и насколько они готовы привлечь к ответственности тех, кто сегодня находится у власти, и тех, против кого они выступают. Если они действительно искренне пытаются наказать этих людей за совершенные преступления, они не могут умалчивать чеченский вопрос и чеченскую тему. Потому что самое больное место преступного режима Путина — это Чечня. И вы знаете, что на сегодняшний день в страсбургских судах находятся тысячи чеченских дел. Эти дела сегодня квалифицируются как гражданские. То есть речь идет о компенсации за преступления. А сами преступления, сами дела, они квалифицируются на самом деле как военные преступления. И придет время и день, когда вот эти же дела и гражданские иски, якобы, которые сегодня озвучивает Страсбургский суд, они будут квалифицированы как факт военных преступлений. И за это надо будет отвечать. И в этом ключе, конечно, мы со своей стороны делаем огромную работу. И я хочу, чтобы в первую очередь вот в этот процесс были вовлечены и сами русские, которые не меньше чеченцев или кавказцев пострадали в этой войне. Вот еще вопрос. Как ты относишься к Вячеславу Мальцеву? Я с большим уважением отношусь к людям, которые сегодня противостоят Путину и путинскому режиму. И то, что Мальцев сегодня вынужденно оказался в эмиграции, но при этом он продолжает бороться против преступного путинского режима, это заслуживает только уважения. Алексей Навальный. Какова сила его оппозиционности? Подконтролен ли он власти? Если нет, то почему Путин не решается на его физическое устранение? Кто стоит за Навальным? Я не хочу сейчас на самом деле переходить на личности и давать какие-то оценки этому российскому политику относительно того, кто за ним стоит и какие силы он представляет, и почему он до сих пор живой. Это немного другой вопрос. Мне тоже часто задают вопрос, почему я до сих пор живой. И мне приходится отвечать на этот вопрос, потому что еще, наверное, время предопределенное Всевышним мне, оно еще не закончилось. А относительно важности той работы, которую сегодня делает Навальный, мое мнение, я скажу, независимо от того, кто за ним стоит, безусловно, что за ним какая-то сила стоит, те материалы и ту информацию, которая у него есть по поводу Чайки, Медведева и ряда других людей, приближенных к Путину, и эта информация именно к нему сливает именно те, кто имеет абсолютно доступ, да, это силовые структуры. Безусловно, за ним стоит какая-то силовая составляющая в российской существующем режиме, который противостоит, может быть, вот этим, как их называют, системным либералам, да, Медведеву там, и прочее. Вполне возможно. Но при всем этом, если даже за ним кто-то стоит, то, что Навальный делает, это способствует становлению гражданского общества в России, без которого не будет будущего не только у российского народа, но и у тех народов, которые сегодня находятся под господством этой империи, последней империи. Все эти народы являются заложниками всех тех процессов, которые происходят в Москве. А в Москве, на самом деле, то, что сегодня происходит, и благодаря Навальному, есть какие-то проблески становления гражданского общества, за что мы должны поддерживать или благодарить Навального.
Причем это происходит, несмотря на то, что существующий режим всячески подавляет любые проблески инакомыслия. Мне кажется, вот это и способствует становлению гражданского общества. Вот период, когда после развала СССР все это досталось очень легко и беспроблемно, и оно также и ушло. Это не оценили по достоинству. Бескровная свобода, полученная как неожиданный подарок, не прижилась в российском обществе. Более того, была так обесценена. Мы ценим именно только то, что выстрадано. Да? Это человеческая натура такая. Я думаю, что поздний Горбачев, ранний Ельцин — это были проблески свободы, которые российская общественность получила в результате того, что сама коммунистическая система, она потерпела фиаско, и нужно было что-то менять, и Горбачев вынужденно пошел на вот эти так называемую перестройку и прочее. И на этом фоне появился Ельцин, который, в принципе, я не скажу, что он всех обманул, но все им обманулись, да? Приняли его за действительно настоящего демократического лидера. И все его высказывания или его выражения «берите суверенитета столько, сколько вы сумеете осилить» и прочее, прочее, это все было воспринято за чистую монету. И люди поверили в это, и оно досталось как бы очень легко. Но оно не было выстрадано. Это были, скорее, это были такие политическая конъюнктура разрушающего советского мира и зарождающегося сегодняшней путинской России. И вот в этот промежуток российская общественность, российские граждане почувствовали некую свободу, которая им свалилась из ниоткуда, да? И в последующем уже Ельцин и те, кто привели к Путину к власти, те, которые сегодня управляют Россией, они пошли по пути дискредитации всего, что было связано с демократией и с демократическими свободами. И вот настолько они это все дискредитировали, и у большинства российского населения это вызывало отвращение. Хотя все те процессы, которые шли в России в этот период, их нельзя было ни в коем случае относить к каким-то демократическим реформам. Просто подтверждение этому приведу один пример. Да, хотя мы сегодня все, многие, даже в частности я, иногда мы говорим, вот ельцинская демократия, реформа, что это все было свергнуто Путиным. Ничего подобного. Демократом Ельцин никогда не был. В результате вот начатой им первой военной кампании было убито, уничтожено в Чечне 150 тысяч чеченского гражданского населения, 200 тысяч, около 200 тысяч. С лица земли были стерты целые города и населенные пункты. И вы можете себе представить, что Великобритания бомбила бы Эдинбург или же какую-то ирландскую столицу и при этом заявляла бы о каких-то демократических реформах, которые она ведет. Конечно, никаких демократических реформ не было. Был процесс дискредитации всех демократических принципов и захват природных ресурсов, захват того богатства, которое после развала СССР, в свое время оно было национализировано коммунистами, изъято у российского дворянства, да, или же у российских промышленников, было произведено вот по принципу отнять и поделить. Все отняли, и в последующем поделили, и потом все это сделали общим, да, через колхозы и прочее. А вот теперь уже в последующем комсомольцы, которые являются последователями коммунистов, они все это и в последующем при Ельцине приватизировали. И сегодня все те богатства, которые были отстроены, все те богатства, которые были нажиты в результате ГУЛАГов и прочее, всем советским населением, которое составило более 300 миллионов, вот это все было присвоено несколькими десятками выходцев из КГБ. И вот все это потом назвали как бы демократическими реформами. Не было никаких демократических реформ в России. И вот этот период, он был использован ими для дискредитации всего демократического. И поэтому, когда появился Путин,
очень легко отказались от всего, да, и поверили именно сейчас он является спасителем и спасителем Отечества, собирателем земель, носителем твердой руки, в чем нуждается Россия всегда и нуждалась. И поэтому вот эти параллели, мне кажется, и то, что происходит сегодня, или все те перемены, которые произойдут в будущем, они будут выстраданы российским обществом. И они будут их ценить, и они будут уже знать разницу между псевдодемократией и демократией. Ахмед, и еще к теме гражданского общества. Народный бунт, о котором ты говоришь, может этот бунт стать предтечей гражданского общества, если ни Навальный, ни Мальцев и никто другой не смогут или не успеют до начала этого бунта сформировать гражданское общество в России? То, что мы говорим о том, что возможен бунт или Путин провоцирует бунт в России, это не значит, что мы считаем это панацеей от всех проблем, или же, что это будет за благо всему миру. Нет, конечно. Мы об этом говорим с опаской и с сожалением, да, что сегодняшний режим просто не оставляет другого выхода. То есть все зачищено. Для политической активности, для каких-то эволюционных процессов, для изменения существующей ситуации Путин не оставил места. И, конечно, бунт не может способствовать укреплению гражданского общества. Но это не значит, что в последующем, да, что не произойдут какие-то коренные изменения. Бунт не может продолжаться вечно. За бунтом должно прийти какое-то осмысление и осознание того, что необходимо что-то менять и что-то создавать. И исходить из того, что только через созидательные процессы возможно устроить будущее для себя, для своих потомков. И это понимание, оно в любом случае придет, оно и будет присутствовать всегда. И поэтому, мне кажется, в любом случае, зарождение или становление гражданского общества – это необходимое условие для будущего России или для будущего любого государства и любой нации. Это все, о чем мы сегодня успели поговорить. Хотел поделиться с вами одним впечатлением. В одной из наших бесед Ахмед Закаев высказал удивительную мысль, которая оказалась для меня неожиданной, свежей и оригинальной. Он сказал, что именно эти люди являются настоящими героями, истинными патриотами, потому что они сохраняют города, села, землю, народ. Им зачастую труднее, чем ему, Закаеву, и его товарищам, соратникам. Говорит Закаев это несмотря на то, что его постоянно преследует ФСБ, самая многочисленная, коварная и жестокая спецслужба мира. Но Закаев считает героями людей, проживающих в это трудное время на Кавказе и в целом в России, которые не верят российской пропаганде, не считают, что главной радостью и целью в жизни является Крым наш и внушение страха более слабым соседям. Но они живут и трудятся, стиснув зубы, говорит Закаев, надеясь на светлое будущее. Я осознал справедливость этих слов и тоже хочу выразить свое уважение и искреннюю симпатию тем россиянам, которые не поддаются лжи и дезинформации российских средств массовой информации, которые понимают, что с Украиной, да и всем миром надо жить в мире и согласии, и радоваться жизни, ведь она так коротка. Продолжение нашей беседы смотрите в наших следующих выпусках. Следите за программой нашего канала Абба.Тру, подписывайтесь, заходите в гости. Это был Запрещенный Кавказ. До свидания.